Тяжело в учении, легко в бою. Служба спасения республики ежегодно проводит тренировки в горах. Готовят молодых спасателей для работы в экстремальных природных условиях. За учениями наблюдал наш корреспондент Артур Старостин. Хребет Сарычева – одно из самых красивых мест Аймекония. Туристы и любители отдыхать на природе часто посещают подобные места. На горы таят немало опасностей, да и снега в этом году выпало гораздо больше нормы. Спасатели изучают те места, где развивают туризм, и именно там проводят тренировки. 5 лет назад под Мусхайой, гора Палатка, попали в лавину туристы с Татарии, лыжники. И вот мы летали, искали в снегу и это вывозили ребят. Подобных случаев по всей стране немало, поэтому тем, кто занимается поисковыми работами, нужна очень серьезная подготовка и специальное снаряжение, карабины, каски, спасательные веревки и тому подобное. Короче, связь каждые 2 часа, хорошо? И без железных кошек не обойтись. Руководитель группы Роман – спасатель 1 класса. В службе спасения работает 13-й год. Как он рассказывает, сам принял решение работать спасателем благодаря сборам на пике горы Победа, самой высокой точки Якутии. Сегодня ходили в основном только разрядники. То есть люди уже с опытом, за плечами есть какие-то горы, какой-то опыт. Новых людей, значит, новых сотрудников обучаем. Гора с романтичным названием Афродита, 2060 метров над уровнем моря. От волшебного вида сверху замирает сердце, и ты даже забываешь о всех трудностях подъема. При восхождении до 2Б сейчас мы оценили так. Сложно ходить, надо только обученным. Так просто трудно взойти, опасно. Но основной целью команды службы спасения все же служит задача изучения сложных участков гор. Поэтому, вздохнув от восхищения, они продолжают свою тренировку. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймеконский район.